Баки, ассаламу алейкум. Алейкум Вот ассалам. и к экватору приближаются летние Олимпийские игры в Токио. В полуфинальном поединке, к огромному разочарованию многомиллионной армии казахстанского бокса, Калшыбек Кунхабаев проиграл. Вы видели как, и хотелось бы услышать от вас вот этот проигрыш с первого раунда, с того момента, как Калшыбек появился в зале, как режиссеры трансляции показали его, насколько вот вы увидели в нем искру в глазах, желание победить. Понятно. Ну, конечно, сегодня ожидали, что наш боксер будет в финале этого олимпийского турнира. Но все-таки получилось вот то, что мы как бы опасались. Вот. Я лично опасался. Вот. Почему? Потому что видел, что Торрес, он с каждым боем все наращивал свое, как говорится, превосходство. Это было заметно, и с кубинцем у него было заметно. Но Калшыбека хочу поздравить с 3-м местом. Тоже как бы результат хороший. Тренерский штаб хочу поздравить с 3-м местом, с бронзой всех. Его родных, близких. Но будем, как говорить, точны в этом плане. Конечно, очень много ошибок у нашего Калшыбека. Ну, так как я и говорил в предыдущих передачах наших, что надо делать все это, большие, как говорится, выводы, работы вот это вот. Видно, что Калшыбек, у него школа бокса очень сильно хромает в этом плане. Элементарные вещи, которые нужно было проделывать в боксе, этого не было. Вот. Ошибка, передняя рука постоянно у него не около головы, а постоянно опускается. Через эту руку и все передние вот эти удары Торреса все проходили. Вот. И плюха вот эта вот, которую отчитали, нокдаун, у него прошла через эту переднюю руку. Вот. Ну, здесь, конечно, тренерский штаб не сделал все то, что нужно было, наверное, скорее всего, сделать. Не знаю, говорили они ему, руку поднимай, не говорили, не знаю. Я слышал в углу, что не дерись, главный тренер ему кричал, когда уже. И, конечно, не понравилось то, что он первый раунд вышел и начал как-то двигаться, когда надо было набирать очки, работать. Лохуном вот себя почувствовал? Ну, не знаю, как он себя почувствовал, но точно, что не в той манере боксировать начал. И сразу почему-то начал двигаться. Зачем это нужно было делать? У него превосходство в росте. Вот. Надо было просто начинать самому эту всю работу начинать делать. Навязывать свое, а он начал почему-то бегать от него. И еще что интересно, ладно, если был бы он там как-то уходил там на дистанцию с ударами, он без ударов все двигается. Постоянно бьет без ударов. Это очень неправильно, чревато. Ну, это вот и все сказалось. Мы увидели. Калшыбек, конечно, пропустил сильный удар. Я посмотрел, там не сечка, там, по-моему, нос поломали. Вот. Обидно, конечно, вообще столько идти к олимпийскому как бы пьедесталу, вот, быть на чемпионате мира 2-м. Вот. Ну, американский боксер сделал то, что он как бы хотел это сделать, потому что там, я еще раз повторюсь, никто не спит, не дремлет, все работают. Калшыбека уже давно все прочитали, какой он боксер. Вот. И все сделали выводы. Поэтому, конечно, тренер у него слабенький, личный. Это надо, как говорится, честно говорить. Ни школы бокса нету элементарных. Просто руки висят, опускает после ударов, бьет, тот попадает ему. Тоже через ту же руку выводов никаких не делает после. Проблем много, ошибок много. Да, он должен был это все здесь, когда были сборы, когда были вот эти вот предсоревновательные, все это, и когда жалол он, это все, то же самое проходило. Все через переднюю руку. А если бы руку поднял, этих ударов не было никогда.
таких бы ударов он не хапал бы. Но получилось так, как было и как получилось. Хамшибек, уступая после первого раунда, согласно судейским запискам, на второй раунд выходил уже, казалось бы, сейчас в каком-то из эпизодов возьмет нити поединка в свои руки, и как бы теплилась надежда, что нокдаун, а то и нокаут будет в пользу казахстанца. Этого не случилось, мы увидели обратное. Вот этот момент прокомментируйте, пожалуйста. Просто после первого раунда видно было, что он как бы вышел, ему сказали, видимо, что ты проигрываешь. Вот, и он вышел, уже настроился, хотел инициативу. Ну, я до этого, по-моему, говорил тебе, я не говорил, что он третий раунд, вот когда с российским боксером боксировал, он третий раунд не дышал уже. Это было заметно. А Торрес, он такой именно поддавливающий боксер, который идет, бьет, несет удары, град ударов. Он еще не одиночный несет, как Конкабаев, он несет град ударов. И видно было, что он работоспособный, у него работоспособность очень высокая. Это нужно было сделать нашим тренерам, выводы из этого. Но сегодня теперь, согласно выигрышу над Хамшибеком, у Ричарда Торреса следующий соперник в финале будет Бахадор Джалолов, с кем они встречались уже, тогда выиграл Бахадир. И вот сейчас, насколько будет сложно Джалолову в соперничестве с таким крепким Ричардом? Ну, когда я посмотрел бой, до этого смотрел, Джалолов его нокаутировал на чемпионате мира. Он тогда еще был, походу, такой сыроватый. Ну, сейчас он от боя прогрессирует. Я не думаю, что сейчас Джалолу сценарий повторится такой же, как и в 2019 году. Здесь сейчас уже будет другая работа, и по-другому будет вообще выглядеть бой. Так что Джалолу тоже будет трудно. Это не тот Торрес, который в 2019 году приехал, это уже другой Торрес. Здесь или надо стать, как говорится, мальчиком, или стать мужиком. Сейчас он вот именно показывает, что он мужской бокс показывает. Вот. Несмотря на его, 22 года, по-моему, ему. Вот. Поэтому видно, что он прогрессирующий боксер, он будет просто уходить в последующем, после этой Олимпиады, естественно, в профессионалы. Что вы сами подчеркнули, что Ричард Торрес будет наверняка уходить в профессионалы, предположение такое высказали. А что касается Хамшибека Конкабаева, то наш капитан, он имеет опыт боев профи, и насколько мы сегодня не увидели то, что опыт в профи помог бы ему на олимпийском ринге. Я так скажу, вот этот опыт он ему и не поможет, потому что у него нет азов, школы нет. Его научили двигаться, но не научили поднимать руки, в голове тянуть после ударов. Понимаешь? Если ты промахнулся, ты должен вставать с ударами, либо ты должен защитную оборону или как-то выходы делать вправо, влево, но не стоять на одной и той же ударной позиции своей, оставаться после этих ударов или хвататься. Надо работать, боксировать. И у Хамшибека не было чуть-чуть такой, как сказать, чуть жесткости в ударах. Торрес их не чувствовал вообще. Это просто были какие-то тычки для него, считай. А Торрес он пробивал, ему сказали, иди, бей. Задней рукой прямо кидай на переднюю, и все будет там. Почему? Потому что Хамшибек опускает руку. Его уже давно прочитали все, просмотрели его. Почему происходят такие ошибки в действиях казахстанских боксеров? Ну, скорее всего, это недоработка, то, что не дорабатывали, на это никак внимания не обращали. В большом боксе каждая мелочь, ошибка, это огромная ошибка считается. Каждая мелочь считается огромной ошибкой. Ну, работу над ошибками, видите, я так понял, что не делается. Может быть, и тренера говорят это все. Ну, тяжело, видите, донести, это все надо обучать, это все надо говорить. В этом и заключается тренерское мастерство, чтобы донести до боксера это все. Чтобы он тебя услышал, чтобы он мог перестроиться. Мало боксеров, которые могут во время боя перестроиться. Мало боксеров. Я на своей практике очень мало видел, которые могут перестроиться. Ну и давайте на хорошей ноте нашу беседу продолжим. Сакен Бейбусинов, единственный боксер, который остался в нашем арсенале, так сказать. Пожелаем ему удачи, успехов, выразим уверенность, надежду, веру, что все же
Сакен сумеет забраться на высшую ступень Владислава почета. Аминь. Дай Бог.